На днях произошел очень некрасивый случай, когда один из представителей младшего поколения нашего джамаата, играя с детьми, начал использовать нецензурную лексику. И преподаватель Корана попросил его удалиться. Тот отказался, и когда он его начал уже фактически за руку выводить, он начал его оскорблять. Очень нецензурно, то есть я не буду конкретно вдаваться в подробности. Суть в чем? Дети, которые не с улицы, это не дети не мусульман или дети каких-то алкашей, мусульмане. Дети мусульман, которые учатся в нашей мечети, которые учатся Корану, позволяют себе такие вещи. И вот это страшно. Аллах Субхану ва Тааля дал нам детей как украшение этого мира. Аллах Субхану ва Тааля говорит: поясни, инна амваликум ва аулядукум, ваше имущество, ваши дети, зинатуль хаята дунья, украшение этого мира. Но в то же время это и ответственность, аманат. Для кого-то дети — это причина прощения его грехов. Для кого-то дети — это испытание. Один раз пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришли его внуки Хасан и Хусейн. Он обнял их, играя с ним, сказал: поистине ребенок порой делает человека скупым и трусом. То есть, с одной стороны, да, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: рожайте, чтобы было много детей, я буду хвастаться своим количеством своих последователей. Но в то же время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: поистине ребенок порой делает человека скупым и трусом. И мухаддисы говорят, то, что здесь подразумевают в том, что человек из-за боязни, что моему ребенку не хватит денег, я перестаю помогать братьям. То есть я становлюсь жадным для помощи к другим, боясь, что мой ребенок останется без финансов. Либо, желая постоянно находиться со своим ребенком, я оставляю те действия, в которых есть риск моей жизни. Пусть это джихад или что-то другое. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что дети могут быть причиной того, что мы начинаем грешить. Но в то же время мы понимаем, что дети — это сила любой общины. И это наше будущее. Это те люди, которые будут возглавлять нашу общину через 20, 30, 40 лет. И то, какими мы их воспитаем сейчас, мы пожнем это через 20-30 лет, когда они будут вот теми, кто будет у руля, кто будет вести эту общину. И поэтому мы должны понимать, то, что это аманат. Это аманат, который Аллах Субхану ва Тааля возложил на нас. И ребенок, которого мы получаем, который рождается у нас, он рождается чистым. Он рождается с правильной верой, с правильным пониманием. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждый младенец рождается на фитре. То есть вот на естественном состоянии, позная Аллаха, зная Аллаха. И только родители воспитывают из него или иудей, или христианин, или огнепоклонник. То есть говоря о том, что дети следуют за нами. То, какие мы, дети за нами повторяют. И вот какие родители, ребенок становится таким же. То есть Аллах Субхану дает его чистым. И вот то, каким ребенок становится, наша вина. То есть мы воспитываем из него. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждый из вас пастырь. Куллюкум ра'айну ва мас'улун ан ра'иятикум. Каждый из вас пастух, пастырь, и будет ответственен за свою паству. И имам ответственен за свою паству, мужчина ответственен за свою паству и за свою семью, и несет ответственность за свою паству. Женщина пастырь в доме мужа своего и несет ответственность за свою паству. И слуга пастырь для имущества своего хозяина и несет ответственность за свою паству. Каждый из вас пастырь и несет ответственность за свою паству. То есть Аллах Субхану ва Тааля каждому из нас дал аманат, дал свою паству, да? И мы за это будем отвечать. То есть то, какой наш ребенок, мы за это будем отвечать. И мы должны это понимать. Для нас воспитание не то, что вот мы должны его содержать, там, давать ему образование, одевать, обувать, кормить. Не только. Наиболее важнее, какой адаб мы дадим своему ребенку, какого воспитания мы дадим своему ребенку. Имам Абу ан-Нахас сказал: как может человек, знающий, что в судный день Аллах спросит его о его пастве, о его семье и слугах, пренебрегать ими и оставлять их подобно пасущийся без присмотра скотине, и не приучать их к соблюдению шариата и сунны, не обучить их и не побуждать к приобретению знания. То есть мы должны понимать: я отец, у меня ребенок, Аллах с меня спросит. Опять же, когда приходит, мужчины любят этот аят: ар-риджалю каввамуна аля ниса, мужчина стоит выше над женщиной. Я командующий, давай ты. Но суть-то в чем? Опасность в чем? Вот как бы соль этого аята в чем? В том, что мужчина будет отвечать за себя и за жену. Жена не будет отвечать за мужа, а муж за жену. Вот в этом каввамун поставлен выше, потому что мужчина будет отвечать и за свою жену, и за своего ребенка.
Грешила ли его жена? Аллах спросит с мужа. Грешил ребенок? Аллах спросит и с мужа, и с матери. И мы должны это понимать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был примером этого. Обучал нас, обучал детей, делал дуа за них. Как приходит о том, что Умар, сын Абу Салямы, что я когда был маленьким, жил вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И маленький ребенок, он начинает брать право, лево, спереди, красивее кусочек, поближе к пророку, еще что-то. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: я улям, о мальчик, произнеси имя Аллаха. То есть начни с бисмилля. Ешь правой рукой, бери то, что лежит перед тобой. То есть ты урыльма, да, как говорит, не бери то, что там подальше, может быть, кажется, что он больше или красивее. Вот то, что перед тобой, бери с этого. И с тех пор я им только так. То есть ребенок сказал, но мы не своих детей не учим это. У нас дети начинают брать чужое, брать вот всем по одному, он себе два берет. Почему? Потому что мы не научили своих детей, что есть должна понять справедливость, что каждому должна быть своя доля. Дели ровно. А у нас привыкли к тому, что вот ты должен первый урвать побольше, а где кшахака, да? Право другого человека. Это же вот наша обязанность как родители приучить этому наших детей. То, что ребенок себе позволяет повышать голос на хазрата, хафиза Курана, или на взрослого здесь на охране, там, оскорбляя его, в этом кто виноват? В первую очередь родители. Помимо содержания, помимо кормления и одежды, мы должны задеваться вопросами уважения, воспитания ребенка, чтобы ребенок знал хак, проявлял уважение. И вот это является то, с чего мы будем спрошены в первой степени, до того, как он начнет быть сытым. То есть ученый говорит, важнее, чем его кормить, дать ему правильное воспитание. Матери имамов, такие как Шафи, имам Ахмад, отправляли своих детей, говорили, иди возьми у этого учителя воспитание. Но если у человека нет воспитания, нет адаба, он позволяет себе нецензурно выражаться, хоть он будет хафизом, толк от этого какой? Но в первую очередь мусульманин, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, я пришел для того, чтобы исправить мораль, исправить ахляк. Мы, мусульмане, брат с такой бородой, машаллах, намаз читает, что-то его разозлили, он стоит хафизу, астагфируллах, там такие слова, ты такой, сякой. Но если отец такой, каким должен быть ребенок? Это разный, этот ребенок, отец другой. Суть не в этом. Суть в том, что мы, будучи взрослыми, человек пришел уже намаз читает, я говорю, такая борода, намаз, все, он за ислам, но попробуй его где-нибудь задень, там такой фонтан нецензурной лексики. А ребенок откуда это берет? Ребенок же это видит, раз папа это позволяет, а машаллах он такой праведный мусульман, значит это нормально. И его сын начинает также среди своих использовать эту нецензурную лексику. Субханаллах, но вот религия это ахляк. В первую очередь это ахляк. Если мы позволяем оскорбить, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, харам, запретный, честь мусульманина, кровь мусульманина, его имущество. Если ты позволяешь своим языком задевать честь мусульманина, толк от твоих намазов. Толк от твоих намазов, ты их отдашь в судный день. Умар ибн Абдул-Азиз сказал, люди собирают айбадат, а в судный день увидят, что его язык все это раздал. Но толк от того, что ты тахаджуды стоишь, если ты берешь и эти все савабы ты раздаешь тем, что ты оскорбляешь кого-то, берешь хак кого-то. И нужно с себя это начинать. Но тем не понимать, что для ребенка то, что мы можем дать, самое главное, это воспитание. Воспитание. Я не знаю, для меня вот это непонятно. Он может читать намаз, он может знать несколько джузов, но если он не умеет уважительно относиться к взрослому человеку, толк от всего этого. Где красота? Красота ислама в нашем ахляке, в нашем поведении, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, себя вел. Когда человек пришел, дернул его за чапан, он не повернулся, не накричал, что тебе не нужно. Он повернулся, улыбнулся ему и ответил. Он понимал, что человек джахиль, он не понимает. Даже по отношению к нему проявил мягкость. А тут человек, знатоку Курана, позволяет такие слова. Но ведь мы же за это будем отвечать. За своих детей мы должны заниматься. На сегодняшний день в чем проблема? Папа работает там, мама тоже занимается чем-то общественной работой, а ребенок сам себе позволит. Так в судный день Аллах нас спросит за нашего ребенка не за то, какими общественными делами я занимался где-то там со стороны. В первую очередь мы будем спрошены за это. Один ученый сказал,
поистине в судный день Всевышний Аллах спросит с родителя за его ребенка до того, как спросит ребенка за его родителя. То есть мы надеемся, да, что вот наши дети, если не будут показывать покорность нам, то они перед Аллахом будут отвечать. Без сомнения. Мы понимаем то, что если мы не окажем благодеяние по отношению к родителям, Аллах с нас это спросит. Так вот здесь ученый говорит, поистине в судный день Всевышний Аллах спросит с родителя за его ребенка до того, как спросит с ребенка за родителя. Потому что ребенок испортился под влиянием отца, когда тот пренебрег им и не стал учить его религии. Отцы бросили их, когда они были маленькими, а когда они выросли, они не смогли принести пользу ни самим себе, ни своим родителям. То есть, ты воспитал такого человека, и, соответственно, ты будешь пожинать на старости лет вот то, что ты воспитал. Ты в этом виноват, и поэтому первый Аллах тебя за это спросит. И один из таких людей упрекнул своего сына за неуважение к нему, и тот сказал в ответ: «О, отец, ты проявил неуважение ко мне, когда я был маленький, и я проявил неуважение к тебе, когда ты стал взрослым. Ты бросил меня в детстве, а я бросил тебя в старости». То есть ты не проявил ко мне уважения, ты не дал мне воспитания религиозного. Что ты сейчас хочешь от меня? И вот мы сейчас пожинаем это, когда наши дети к нам относятся неуважительно. Но ведь есть вопрос, кто в этом виноват? Если мы не занимались, не говорили, что проявляй уважение к старшим, проявляй уважение к родителям, сами показывай. Как мы делаем, мы сами проявляем пример. Наши дети смотрят на нас. Если мы не уважаем своих родителей, если мы позволяем задевать честь своих родителей, что мы хотим от своих детей? Если мы о своих родителях один раз в год вспоминаем, приходим в мечеть, говорим, вот брил узда, там год прошел, давайте мы дуа за папу сделаем. Но то же самое будет, когда мы будем в могилах. Сколько раз ребенок про нас вспомнит? Один раз в год. Один раз в год. А что мы хотим? Если мы своих родителей вспоминаем один раз в год, ребенок это видит. Он же видит, что один раз в год папа ходил в мечеть, просил дуа. А если он видит, что каждый день после намаза отец поднимает руки и просит у Аллаха: «Аллах, прости грехи моих родителей, Аллах, прости грехи моего папы, моей мамы, сделай их из обитателей рая». Он это видит, он к этому привыкает и тоже будет просить. То, что мы ведем, то, что мы позволяем себе, дети за нас повторяют. Поэтому ученый сказал, не позволяйте себе вести неподобающее рядом с детьми. Одно, когда мы говорим, как ученый говорит, ты можешь стоять курить и говорить: сынок, не кури. Он будет курить, потому что мы курим. Так же и все остальное. Поэтому, говорит, оберегайте от дурных товарищей. И это тоже важно. Вот это то, на что мы не обращаем внимания. Потому что ребенок в 13, 14, 15, он не слушает родителей. Он слушает своих друзей. И когда мы вовремя не увидели, с кем он общается, кто его друзья, потом мы потеряли ребенка. Кто был виноват? Мы, потому что не заметили, не увидели это. И ученый сказал, обучайте своих детей, дайте им профессию. Потому что если человек ничем не занят, им занят шайтан. Если он не занимается полезным, он будет заниматься пустым. Шайтан будет заниматься им. Поэтому займите его полезным, что будет приносить ему пользу в этом мире. Дети наш аманат. Аллах Субхану ва Тааля нам верил это. И Он без сомнения с нас за это спросит. И поэтому мы должны задаваться тем, какой адаб у наших детей. Потому что, как один из классиков сказал, если подлецу дать знания, получится гениальный подлец. Вот нужно остерегаться того, чтобы он не был гениальным подлецом, был ребенком, знающим, почитающим старших, уважающим, умеющим разговаривать и следить за тем, что он говорит, до того, как дать знания. Опять же, здесь у нас есть другая крайность, когда говорит, знания не нужны, главное, чтобы он праведный мусульманин, он должен быть знающим. Ислам призывает к знаниям, он должен быть и академиком, и доктором, но тем не менее быть с ахляком. Ахляком, потому что приходит про имама Ахмада. Вот несколько тысяч учеников приходили к нему учиться, из них только небольшое количество получало от него знания. Все остальные получали от него ахляк, то есть его нрав. Вот этот нрав нам сегодня не хватает. И нам не хватает, и нашим детям не хватает. Поэтому это очень важный вопрос, на который мы должны обратить внимание.